Вы слышите радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех слушателей, которые только-только присоединились к нам. Напомню, вы можете не только слушать нас, но и смотреть, оставлять свои комментарии под нашей YouTube-трансляцией. Для этого заходите на YouTube-канал Крым Реалии. И мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Начнем, наверное, по порядку. 21 апреля движение «Крымская солидарность» сообщила о том, что российская полиция вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона активистки Эльмаз Акимовой. По словам самой Акимовой, предупреждение, в частности, касалось 18 мая, когда крымские татары чтят жертв депортации крымско-татарского народа советской властью в 1944 году, а также акции «Марш достоинства», которая планировалась Меджлисом на 3 мая. Об этом активистке сказал оперуполномоченный, который принес вот этот документ, предостережение, и сама Эльмаз Акимова отметила, что считает такое предупреждение, цитирую, попыткой давления. Стоит напомнить, что еще в конце прошлого года глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты были, у них было такое намерение пройти маршем на Крым через административную границу, и как раз на 3 мая планировалось предварительно, что такая акция состоится. Анонс этой акции вызвал бурную реакцию в России, у российских чиновников в Крыму. В Министерстве иностранных дел России акцию назвали провокацией, а российский глава Крыма Сергей Аксенов даже обещал акции жесткий отпор. Но в конце марта в связи с пандемией коронавируса Рифат Чубаров сказал, что вот эту акцию «Марш достоинства» на Крым пришлось перенести. И вот, в частности, это 3 мая упоминается в некоторых предостережениях, которые были выданы крымским активистам. Кто такая Эльмаз Акимова? Тут можно упомянуть о том, что она проводила пикеты под стенами Ханского дворца в Бахчисарае. Ее задерживала российская полиция. Это было в 2018 году. Эльмаз Акимова не единственная крымчанка, которая в апреле получила предостережение от российской полиции. Еще в начале апреля предостережение о недопустимости нарушения закона получали также активисты в Советском районе Крыма. Кроме того, полицейские проводили обход домов крымских татар в Судаке. 1 мая, вот в пятницу, стало известно о том, что сотрудники российских правоохранительных органов вручили предостережение еще нескольким крымчанам, в их числе жители Джанкойского района, гражданский журналист Сервер Аяр, активисты Осман и Усейн Асановы, Смаил Саитов. В документе речь шла о том, что, цитирую, 3 мая, 18 мая, а также 26 июня возможно проведение несанкционированных акций членами экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа. Конец цитаты, это фрагмент из документа, но тут можно напомнить о том, что после 2014 года российские власти в Крыму призвали представительский орган, назвали его Меджлис крымско-татарского народа, назвали его экстремистской организацией. И также 1 мая стало известно о том, что предостережение о недопустимости экстремистской деятельности получила активистка Лутфия Зудиева. Мы как раз сейчас пытаемся с ней связаться, подключим ее к нашему эфиру. Я же напомню, что вы можете нам прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. И вот мы сейчас, немножко позже мы свяжемся с Лутфией Зудиевой. Сейчас поговорим с крымским адвокатом Эдемом Семедляевым. Он с нами на прямой телефонной связи. Эдем, добрый день. Да, день добрый. Спасибо, что вы к нам в эфир подключились. Я у вас хотела, начну, наверное, с того, что вот насколько массово это явление, выдача этих предостережений по вашей практике за последний месяц? Это невиданные объемы получили в этом месяце. Я думаю, что не вся информация приходит до нас и становится нам известной. Многие боятся об этом говорить и просто получают данное предостережение и нигде не публикуют, нигде об этом не говорят. Эдем, у меня еще вопрос. Вот это какова юридическая сила этих предостережений? Я так понимаю, что нарушение вот выданных этих предостережений может привести к какой-то ответственности.
Ну, смотрите, чтобы вы понимали, что в этом предостережении написано, что вам нельзя проводить несанкционированные митинги, нарушать закон об экстремизме и другие законодательные акты просто перечислены. И даже если человек, не получая предостережения, что-то нарушает из этого, он так и так будет нести ту или иную ответственность, административную либо уголовную. Само наличие или вручение предостережения, оно имеет такой превентивный характер, якобы удерживает человека, да, либо напоминает человеку о том, чтобы он не занимался какой-то такой незаконной деятельностью. Это в теории. На практике же это мы расцениваем как давление активистов, как такое запугивание, чтобы люди ничего не делали, не выходили, не приходили к судам поддерживать своих единоверцев, своих друзей, родственников. Просто чтобы люди закрылись дома, ни о чем не писали, ни о чем не говорили и ничем не занимались. Мы расцениваем это как давление. Эдем, а вот я видела, что некоторые из тех крымчан, которые получили такие предостережения, они планируют их обжаловать. Вот эта процедура обжалования, что она может дать? Ну, из практики мы наш офис адвокатов тоже получал в том году подобные предостережения. Тогда это выносила предостережение прокуратура. И мы пытались найти все-таки данные, на основании чего вообще было вынесено предостережение. То есть, что этому предшествовало, где мы были в чем-то замечены в том, что дало повод прокуратуре вынести предостережение. Мы направили ряд запросов в разные органы, однако ответов, дающие понять, в результате чего вынесли предостережение, нам так и не предоставили. Поэтому я лично не вижу смысла обжаловать данные предостережения. Их необходимо просто игнорировать и не поддаваться тому давлению, которое оказывают на активистов, на людей, которые не стоят в стороне от тех проблем, с которыми столкнулись крымские татары, мусульмане после 2014 года. Эдем, я вас попрошу оставаться с нами. Подсказывает мне редактор, что есть у нас звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос по теме. Добрый день, уважаемая Ирина Римовская и все слушатели радио Кремляли. Это Александр из соседней России, из Москвы. У меня вопрос, маленькая реплика к всей редакции Кремляли. Называйте, пожалуйста, украинское и крымское время не для того, чтобы на часы знать, сколько время, а для освещения страны, для освещения Украины. Александр, я вам сразу скажу, что украинское и крымское время, как вы говорите, сейчас не отличается. Да, я знаю, но все равно это очень важно, поверьте, я не просто так это говорю. А вопрос к уважаемому Эдему Смирняеву. Какие действия будут предпринимать, если дальше будет все это наше негативное делать? То есть дальше будут угрожать или арестовывать? Будете ли вы обращаться в международные организации после, когда весь этот карантин кончится? Выходить на международные все эти структуры? Каковы действия будут? Просто то, что наши негодяи творят, это ясное дело. Но какие действия со стороны Украины и со стороны юристов, в том числе вас? Удачи вам, потому что я перед вами преклоняюсь, перед татарами крымскими, конечно. И не Спасибо вам за ваш вопрос. Это был наш слушатель. Напомню, что у всех наших слушателей есть возможность позвонить 8 800 10 06 926. А с нами на прямой телефонной связи крымский адвокат Эдем Семидляев. Эдем, вы слышали вопрос, есть ли у вас что ответить? Немного плохо, если можете, в двух словах. Спросили, как планируете дальше действовать, в частности, крымско-татарское сообщество, если такие попытки давления, как их толкуют крымские татары, будут продолжаться, и может ли что-то сделать и украинские власти для того, чтобы помочь крымским татарам в Крыму? Угу. Ну, конечно же, все нарушения прав и свобод человека, не только крымских татар, либо мусульман, мы, конечно же, стараемся фиксировать то, что происходит в Крыму. При возможности мы это все обжалуем на национальном уровне. И если не получаем результата, то, конечно же,
это все переходит в международные инстанции, либо Европейский суд по правам человека, либо мы пишем в комитеты ООН, расписывают ту либо иную проблему, с которой мы сталкиваемся. А так, конечно, мы обращаемся во многие структуры для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы, конечно, права человека, права гражданина не нарушались нигде, и в частности в Крыму. Эдем, я вас все же попрошу еще с нами остаться, потому что есть еще один звонок. Мы послушаем, что нам хочет сказать наш слушатель или слушательница. Добрый день, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме. Конечно, мы... Добрый день. С мной разговариваете, да? Говорите, пожалуйста, да. Хорошо, спасибо. Господин Семерляев, вы, будучи адвокатом, должны быть в определенной степени знать законодательство России. Вопрос. Не опасаетесь ли вы, что за ваш публичный призыв соблюдать требования правовых органов вы можете привлечь к ответственности? Спасибо за ответ. Спасибо за звонок. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи крымский адвокат Эдем Семедляев. Эдем, пожалуйста, ваш ответ. Да, это можно расценить как угроза, конечно. Таких угроз или таких вопросов, намеков мы получаем очень часто. Я как адвокат, как гражданин, ни к чему не призываю, никаким незаконным действиям. Я лишь призываю людей соблюдать закон, отстаивать свои права. Если государство дано право человеку выходить на одиночный пикет, если человеку дано право приходить на судебные заседания, находиться на судебных заседаниях и пользоваться гласностью судебных заседаний, то, конечно, это право человека, и его нужно отстаивать. Если государство, либо какие-то лица, либо правоохранительные органы пытаются ущемить в этих правах, то мы, как адвокаты, конечно, будем помогать людям в этом, в отстаивании своих прав. Спасибо вам большое за то, что вы к нам включились в эфир. Это был Эдем Семедляев, крымский адвокат. А я напомню, что мы сегодня в нашем эфире говорим о том, что на протяжении апреля и 1 мая крымчане, наверное, важно сделать это примечание, что это крымские татары в большинстве своем, начали получать вот такие предостережения от российской полиции о недопустимости противоправных действий, экстремистских действий. 1 мая, например, такое предостережение получила правозащитница, активистка Лутфие Зудиева, и на самом деле обращали внимание и в Меджлисе крымских татар, что это началось вот с начала апреля, и получают такие предостережения о том, и в некоторых из таких документов упоминаются конкретные даты, это 3 мая, 18 мая и 26 июня. 26 июня – это день крымско-татарского флага, 18 мая – это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа. И 3 мая – это вот та дата, на которую планировалась акция, международная ненасильственная акция «Марш достоинства», которую анонсировали в Меджлисе крымско-татарского народа. И вот в некоторых документах, которые получают крымские активисты, речь идет о том, что их российская полиция предупреждает о недопустимости вот каких-то незаконных действий, даже экстремистской деятельности. Вот, например, крымская правозащитница Лутфия Зудиева получила предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Она с нами на прямой телефонной связи. Лутфия, добрый день. Добрый день. Вы могли бы рассказать, пожалуйста, о чем конкретно вот шла речь в документе, который вы получили, и были ли там какие-то конкретные даты, как об этом говорят некоторые из активистов, которые тоже такие предостережения получили? Да, на самом деле оговариваются конкретные даты, а вот в частности мне принесли 2 предостережения, одно от прокуратуры, а второе от полиции. И вот в предостережении от полиции даже называется, кем будет организована та или иная акция в эти даты, и предупреждается о противодействии экстремистской деятельности. И это предупреждение, оно, с одной стороны, пока не влечет за собой никаких правовых последствий, то есть
это не возбужденное, скажем так, уголовное или административное дело, но с другой стороны, это такой сигнал со стороны правоохранительных органов, что вот мы собираем определенные документы, и вот такие предостережения, предупреждения, согласно тому законодательству, которое сейчас в Крыму действует, они обязательно будут использованы в материалах дел. То есть, государство условно говоря, будет говорить, мы вас предупреждали. То есть в случае, если человек, несмотря на эти предостережения, примет участие в каких-либо акциях в эти даты, то у правоохранительных органов появляются все основания применять определенные статьи уголовного законодательства и административного законодательства, которое сейчас действует в Крыму. Как вы для себя вот эти предостережения истолковали, и не были ли вы удивлены тому, что вы такие документы получили, такое предупреждение? Удивлена не была, потому что в условиях практически системных репрессий, арестов и обысков получение таких документов активистами, журналистами, правозащитниками стало традицией, к сожалению, не очень хорошей, но вот как есть. В частности, например, Заир Смедля, это глава ЦИК Курултая, получил там уже, я не знаю, порядка 10 таких предостережений, да. Другие у нас адвокаты такие предостережения получали в октябре прошлого года. Это Лилия Гемиджи и Эмилий Курбединов. То есть члены Меджлиса такие предостережения получают. То есть получают предостережения об экстремистской деятельности люди, которые, по сути, ведут какой-то ненасильственный мирный протест в Крыму в отношении тех действий, которые совершают российские власти. И поэтому получение таких документов уже ни для кого из нас не является чем-то новым или неожиданным. С другой стороны, вот в этом году это приобрело такой достаточно массовый характер. То есть если раньше их выдавали так спорадически, знаете, вот конкретным индивидам в определенные даты, то в этом году их раздают массово. И, мы зафиксировали уже десятки случаев, больше 60 точно человек эти предостережения уже получило. Это за последний месяц? Да, вот в этом месяце раздали такое количество предостережений. И если посмотреть внимательно на, скажем, на список этих людей, которые получают такие предостережения, то это либо участники московских акций летом 2019 года, когда на Красной площади они вышли с протестом против репрессий по национальному и религиозному признаку, либо это участники одиночных пикетов в 2017 году, когда, помните, там порядка 100 человек вышло одновременно опять-таки с протестом, либо это члены региональных меджлисов, либо это правозащитники, адвокаты или гражданские журналисты. У нас гражданские журналисты Крымской солидарности порядка 6 или 7 таких предостережений тоже получили. То есть абсолютно любой человек, который проявляет какую-то активность и не лоялен той политике, которая сейчас осуществляется в Крыму, он, получается, попадает в такой список. И, к сожалению, вот его в этом году достаточно активно отрабатывают. И это тоже нужно рассматривать как некие репрессивные действия, потому что, на первый взгляд, это профилактическая мера, но за ней всегда может наступить уже конкретно уголовное или административное дело в отношении этого человека. Лутфия, я, если позволите, напомню тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, что 18 мая – это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа, 26 июня – это день крымско-татарского флага. Можно ли сказать, что вот такие предупреждения, которые крымско-татарское сообщество в Крыму получает от российской полиции, как-то повлияет на намерение крымских татар чтить эти даты и попытаться опять провести какую-то мирную акцию в эти дни? Во-первых, я считаю, что сам факт того, что эти даты, в частности 18 мая, связывают с какой-то экстремистской деятельностью и
трактует так, что люди могут использовать эту дату для каких-то экстремистских действий, вот само по себе для нашего народа это оскорбительно, потому что для нас это трагическая дата, и, как правило, она проходит либо коллективные молитвы в мечети, которые в этом году будут отменены из-за карантинных мер, действующих во всем мире и в Крыму в том числе. Либо это какие-то мирные шествия, митинги возле памятников жертвам депортации и так далее. Поэтому, естественно, мы не согласны с тем, что такие мероприятия называют мероприятиями экстремистского толка или экстремистского характера. И люди в любом случае, они будут каким-то образом поминать умерших в эти даты. Вопрос в том, в какой форме это в этом году будет происходить, с учетом той реальности, в которой мы сейчас все находимся. Потому что многие в режиме самоизоляции не покидают свои дома в целях безопасности. Но вот мы считаем, что вынесение подобных предостережений и связывание этих дат с экстремистской деятельностью это большая ошибка со стороны властей, потому что она ведет к эскалации еще большей какой-то протестной активности, потому что здесь затрагиваются чувства не какой-то конкретной группы людей уже, да, там чувства там правозащитного сообщества или чувства адвокатского сообщества или активистов. Это чувство целого народа. И в данном случае такая политика как минимум необдуманная и бесперспективная. То есть этот протест естественным образом будет только увеличиваться из-за этого. Спасибо вам большое. Это была крымская правозащитница Лутфие Зудиева, одна из тех крымчан, кто получил предостережение от российской полиции о недопустимости экстремистской деятельности. Я напомню, что несколько человек, вот по словам Лутфие Зудиевой, за последнее время насчитали вообще около 60 таких предостережений, получили в Крыму люди, представители крымско-татарского народа, которые, май – это такой особенный месяц для крымских татар. Я уже упоминала и о дате 18 мая, и потом в июне еще 26 июня. На 3 мая предварительно планировался марш достоинства. Кроме того, 3 мая – это дата, которая связана с попыткой лидера крымских татар Мустафы Джемилева попасть в Крым. 6 лет назад обо всем я сейчас упомяну. Тут стоит напомнить, что ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины, вице-премьер Алексей Резников, уже раскритиковал вот такие действия российских полицейских и назвал их, цитирую, грубым нарушением прав коренного народа. Такие предупреждения о недопустимости нарушения закона, которые сотрудники российской полиции в Крыму приносят крымским татарам. Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сделаем небольшую паузу и продолжим. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Вы слушаете радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Начали мы с того, что целый ряд крымских татар получили вот в преддверии мая, в апреле, на протяжении апреля, 1 мая, предостережение о недопустимости нарушения закона или недопустимости экстремистской деятельности от российской полиции. И в этих документах упоминаются 3 даты. 3 мая, 18 мая и 26 июня. И вот, как я уже сказала, на 3 мая планировался марш достоинства на Крым, но его перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, карантинных мероприятий. 18 мая – это День памяти жертв депортации крымских татар. 26 июня – это День крымско-татарского флага. И вот такие предостережения получают крымские татары массово сейчас на полуострове. К нам по телефону присоединяется крымско-татарский активист Заир Смедля. Заир Бей, добрый день.
Добрый день. Упоминала о вас нам уже Лутфия Зудиева в нашем эфире и сказала, что для вас вот получение таких предостережений от российской полиции – это совсем что-то не новое. Получали ли вы что-то вот сейчас в преддверии 3 мая, 18 мая? И за что обычно вот такие предостережения выносят российские полицейские? Вообще, если раньше, скажем, накануне каждой знаменательной даты, будь то 18 мая, будь то День крымско-татарского флага, будь то 3 мая, День Конституции Украины, обязательно приходили, проводили профработы, вручали такие предостережения. Сейчас теперь уже эти предостережения носят такой оптовый характер, там несколько уже дат указывается, и плюс уже рассказывают там о том, что нельзя одевать маски, нужно, чтобы лица были открыты, узнаваемые. То есть, вот такого плана. Но если кто-то считает, что эти предостережения не носят ничего за собой не несут, я скажу так, что судебный процесс, который шел по признанию Меджлиса экстремистской организацией, там зачитывали те предостережения, которые выносились членам Меджлиса. И потом эти предостережения служили доказательной базой того, что якобы Меджлис крымско-татарского народа является экстремистской организацией. Заирбий, у меня вот какой к вам вопрос. Вот даты 18 мая, 26 июня, как после 2014 года крымские татары отмечают вот эти дни? Есть ли у них такая возможность? Потому что, насколько я помню, то вот годовщину депортации крымско-татарского народа неоднократно вы подавали заявки, да, на проведение мирных митингов в этот день, и вам отказывали. Да. К сожалению, так стало, что в Крыму запретили не только говорить о правах человека, но и даже собираться для того, чтобы вместе помянуть тех жертв трагедии геноцида крымско-татарского народа, совершенного 18 мая, собраться, возложить цветы к памятникам уже тоже иногда бывает недоступным, потому что они бывают блокированы. То есть сегодня в мечеть пойти нельзя, митинг провести нельзя, на кладбище сходить нельзя. То есть пытаются всяческим образом выбить память народа о том, опять говорю, произволе, от тех преступлениях, которые совершались в отношении крымско-татарского народа. Заирбий, я перед нашим эфиром зашла на страницу в Фейсбуке Альберта Кангиева, главы российского Госкомнатса Крыма. Он 21 апреля поздравлял с новым вот российским праздником, который появился в Крыму после начала аннексии, с Днем возрождения реабилитированных народов Крыма, так он этот день называется. И он в этом поздравлении, которое было адресовано в частности к крымским татарам, упомянул, цитируя, особое внимание уделяется проведению памятных мероприятий, которые направлены на восстановление исторической справедливости и воспитание общества в духе дружеского отношения к представителям разных народов. Конец цитаты. И у меня в этой связи к вам вопрос. А кто-то из крымских татар вот имеет возможность почтить память жертв депортации 18 мая в Крыму? То, что говорит один лизоблюд, и то, что с ним еще соберутся несколько подонков, это не говорит о том, что крымским татарам дадут возможность полноценно, скажем, помянуть жертв той чудовищной депортации. Были такие подонки, они уже ушли в небытие, уже их использовали и выбросили. Этот тоже будет на подступах. А говорить о какой-то дате, о каком-то празднике, во-первых, Российская Федерация давным-давно приняла закон о
восстановление прав жертв репрессированных по национальному политическому признаку. Крымские татары тоже являются жертвами репрессий, да, Советского Союза по национальному признаку. Поэтому какой-то дополнительный указ ничего не должен был. А этот указ, он вообще юридически ничтожный и безграмотный, потому что из Крыма был депортирован один только крымско-татарский народ, а все остальные это национальные меньшинства. Армяне это национальное меньшинство, немцы, болгары, греки это все национальное меньшинство, так как за пределами Крыма они имеют национально-государственное образование. У каждого, у армян есть Армения, у немцев Германия, у болгар Болгария, у греков Греция. Только у крымских татар была государственность на территории Крыма, и, к сожалению, сегодня ее у нас нет. Поняла, услышала вас. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Заир Смедля, крымско-татарский активист. Я напомню, что сегодня в нашем эфире мы говорим о том, что на протяжении апреля и 1 мая крымчане начали получать предостережения от российской полиции. Крымские татары получали такие предостережения такая формулировка используется, недопустимости экстремистской деятельности или недопустимости нарушения закона. И вот в этих документах, по словам активистов, которые получали эти предостережения, упоминались 3 даты: 3 мая 2020 года, 18 мая 2020 года и 26 июня 2020 года. По версии российской полиции, на эти дни возможно проведение, цитирую, несанкционированных акций членами экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа. Конец цитаты. Но экстремистской организацией Меджлис считают только в России, в аннексированном Россией Крыму. Меджлис вообще это представительский орган крымских татар. И вот тут можно напомнить о том, что на 3 мая анонсировали в Меджлисе крымских татар международную ненасильственную мирную акцию «Мир против насилия, оккупации, марш достоинства». Вот этот анонс этой акции, он вызвал очень бурную реакцию в России. У российских чиновников в Крыму обещали жесткий отпор этой акции, но в любом случае она пока перенесена в связи с угрозой распространения коронавируса. Хотя вот буквально накануне глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров сказал о том, что акция все равно состоится. Кроме того, 3 мая – это не случайная дата для крымских татар, потому что 3 мая 2014 года на Крымский полуостров пытался попасть лидер крымских татар Мустафа Джемилев после того, как российская ФСБ заявила о том, что Мустафа Джемилев стал персоной нон-грата в родном Крыму. Тогда вот была попытка прорвать эту административную границу, потому что российские силовики не пропускали ни Мустафу Джемилева, ни крымских татар. Много было тогда событий, еще о них в конце нашего эфира упомяну. Но 18 мая – это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа, 26 июня – это день крымско-татарского флага. И вот эти даты упоминаются в предостережениях российской полиции о недопустимости нарушения закона, который крымские татары получили в преддверии этих дней. К нам по телефону присоединяется Михаил Сава, доктор политических наук и председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, добрый день. Добрый день. Вот в нынешних российских реалиях можно ли сказать, что крымские татары являются какими-то особенными для российской полиции с их памятными датами, или это распространенная практика в России в преддверии каких-то важных для того или иного народа в России, если уже мы говорим о России, выдавать какие-то предостережения о недопустимости проведения по факту массовых мероприятий? В этом случае ничего особенного или исключительного для крымских татар нет. Это очень широко распространенная в Российской Федерации практика. Активисты практически любого национального движения, практически любой общественной организации перед любой запланированной акцией получают такие предупреждения о недопустимости нарушения закона. Но тут нужно оговориться, что в России есть несколько видов предупреждений, которые выдает прокуратура. Они совершенно разные по последствиям. И тут нужно подчеркнуть, вот сейчас мы говорим именно о предупреждениях потенциальным участникам массовых акций о недопустимости нарушения закона. Этот документ, по сути, не имеет никаких правовых последствий.
Это российские суды трактуют как, знаете, такое разъяснение прокуратуры, что такое хорошо и что такое плохо. А почему такие документы выдаются представителям коренных народов или, возможно, в некоторых случаях национальных меньшинств? Почему? С чем это связано, если, это, наверное, естественная такая вещь, что у любого народа есть какие-то важные даты для своей истории, которые они планируют тем или иным образом чтить? Тут все очень просто. Современный российский политический режим – это режим параноиков. Во главе страны стоят люди, которые маниакально боятся любого нарушения стабильности. Особенно если это касается угроз, как они считают, национальной безопасности и единству и территориальной целостности Российской Федерации. Вот эти предупреждения рассматриваются как профилактическая мера. По сути, это обычное запугивание. Но запугивание, которое обернуто в закон, например, в тех предупреждениях, которые некоторые крымско-татарские активисты выложили в социальных сетях, я прочитал, о чем именно их предупреждают. О том, что нельзя во время массовых акций, например, закрывать лица. Для того, чтобы полиции было проще идентифицировать, то есть установить всех участников. О том, что нельзя нарушать общественный порядок и так далее. Если читать буквально, то это действительно не страшно. То есть прокуратура предупреждает о том, чего нельзя делать. Но по сути в современных российских условиях это является способом запугивания для того, чтобы свести к минимуму, а в идеале вообще не допустить никаких массовых акций, которые могли бы посеять в умах людей сомнения в том, что российский режим самый лучший, а страна, в которой они живут, просто великолепна. Вот у нас был слушатель, который в начале нашего ток-шоу позвонил и сказал, что потребовал выполнять нормы российского закона, да, что вот если есть такие предостережения, то нужно их придерживаться. Просто для лучшего понимания, возможно, для наших случаев, были ли какие-то прецеденты в России, что вот в дни важные для того или иного народа, живущего в России, случались какие-то происшествия? Да, такие случаи были. Иногда это провоцируется полицией в ходе массовых акций. Иногда такие ситуации возникают в результате противоречий между представителями разных народов. Например, на Северном Кавказе народы адыгской группы отмечают юбилей Канжальской битвы. Это событие начала XVIII века. И адыги обычно устраивают конный поход, что называется, по местам боевой славы. В то же время представители тюркских народов Северного Кавказа, карачаевцы и балкарцы, считают эти события мистификацией и блокируют эти конные походы. Иногда это приводило действительно к, к немассовым, но тем не менее столкновениям. Но вряд ли тут можно провести параллели с днем депортации крымских татар и днем крымско-татарского флага, которые появились в предостережениях для крымских татар. Да, безусловно, здесь параллелей нет, здесь просто речь идет о том, что теоретически все возможно, но в данном случае речь идет об абсолютно мирных акциях, и я бы вот что подчеркнул. Когда речь идет об этих предостережениях о недопустимости нарушения закона, это действительно просто способ запугать национальных активистов. Но если выдаются другие предупреждения о недопустимости экстремистских действий, вот это уже очень тревожный сигнал для общественной организации, потому что такие предупреждения прокуратуры обычно являются первым шагом на пути к закрытию этой организации. И подобных прецедентов достаточно много. Самый свежий из них – это в Башкортостане башкирская организация под названием «Башкорт», которая получила такое предупреждение о недопустимости экстремистских действий, а затем прокуратура начала процедуру закрытия данной организации.
Поняла. Спасибо большое. Это был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии говорили о том, что вот такие предостережения о недопустимости экстремистской деятельности на протяжении апреля, 1 мая получали крымские татары в Крыму. И в этих документах упоминались 3 важные для крымских татар даты. Первое – это 3 мая. Это день, на который планировался, во-первых, марш достоинства, который анонсировался Меджлисом крымско-татарского народа, но его этот поход перенесли, потому что сейчас пандемия коронавируса, введены разные ограничения. В то же время в Меджлисе заявили, что акция эта обязательно состоится. Ну и после 2014 года, 3 мая, есть еще повод вспомнить и тот факт, что как раз в этот день национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев пытался попасть на Крымский полуостров, куда ему российская ФСБ запретила въезд. И даже было такое дело 3 мая, когда целый ряд крымско-татарских активистов получили, даже несли уголовную, не только административную ответственность за попытку встретиться на административной границе с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Кроме того, в этих предостережениях упоминается дата 18 мая. Это день памяти жертв депортации крымско-татарского народа в 1944 году Иосифом Сталиным. Каждый год крымские татары чтят жертв этой трагедии. И тут стоит упомянуть о том, что после 2014 года вот крымско-татарское сообщество подает такие заявки на проведение траурных митингов в этот день, и вот, как рассказывал нам в эфире Заир Смедля, получают отказы постоянно. А 26 июня – это день крымско-татарского флага, и обычно тоже крымские татары чтят этот день, поднимают крымско-татарские флаги в частности, и, как видите, российская полиция трактует этот день и возможность проведения массовой акции в этот день, как вот день, когда возможен какой-то экстремизм. Но те крымские татары, которые выступали у нас в эфире, они сказали о том, что вот это, они это воспринимают как такое давление. Ну, тут можно также напомнить о том, что официальная позиция российских властей Крыма – это то, что в Крыму все живут якобы в мире. Была возможность у нашего спикера вот такое заявление представителей российского Госкомнадза Крыма прокомментировать, и вы можете это услышать в нашем эфире, то, что он сказал, но действительно российские чиновники уверяют, что все в Крыму с примирением и с коренными народами, с народами, которые живут в Крыму, все нормально. Но, видите, как-то не упоминают крымские власти о том, что, например, митинг к 18 мая, к Дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа, крымским татарам провести не удается. Это было все на этот час. С вами в студии была Елена Римовская. Мы продолжим следить за этой ситуацией, потому что 18 мая, сегодня только 4 мая, 18 мая, не исключают некоторые активисты, что это такое предупреждение. Еще будем следить за ситуацией. Заходите на сайт Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей. Я же вам желаю хорошего дня. До свидания.